Добрый день, уважаемые гости. Я очень рада видеть вас. Я рада тому, что меня пригласили в этот интереснейший проект. Инна Барчин, урбанист, проектировщик, историк, выпускница исторического факультета Южного федерального университета и Института промышленной безопасности, педагог истории и английского языка, эксперт Центра за инновации в образовании Абхазии, участник международных образовательных программ Сингапурской образовательной компании в сфере внедрения навыков 21 века в школах, участник специальной образовательной программы «Финская система образования по внедрению инновационных техник в образовании». С 2018 года занимается изучением, внедрением и организацией переобучения педагогов Абхазии современным и инновационным методикам в образовании. Я бы хотела сразу дать вам задание, как это обычно делается в школе. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, не все знакомы друг с другом. Давайте поприветствуйте друг друга и познакомьтесь, но при одном условии: не называйте, не говорите 3 слов. Привет, здравствуйте, добрый день. Пожалуйста, поприветствуйте друг друга любым другим способом. И познакомьтесь, если кто-то не знаком. Развернитесь друг к другу. Запомнили. Скажите, пожалуйста, как вы поприветствовали своих собеседников? Рада видеть. Отлично. А вы? Где бы мы еще встретились? Замечательно. Ну и ваш вариант? Я на абхазском обзираюсь. Замечательно, спасибо большое. Обратите внимание, я сразу начала нашу беседу с такого приема. Это прием из сингапурской методики образовательной, которая используется и применяется в школах Сингапура. Называется этот прием «The same but different». Я попросила вас не произносить 3 известнейших слова, очень популярных. Да? Вы наверняка почувствовали некоторое напряжение. Да? Мозговые, ваша мыслительная деятельность была чуть более, наверное, такой вот напряженной, скорее всего, да? Потому что мы исключили какие-то знакомые для вас слова, да? И вам пришлось выйти за рамки комфорта, да? Вам пришлось растягивать свои мозги, да? Это есть прием на развитие дисциплины ума, так необходимый детям, так необходимый для развития вот этого критического мышления. Да? Это один из очень эффективных приемов, который как раз позволяет запустить вот такую мыслительную деятельность, выйти за рамки вот этой зоны комфорта. Спасибо, прекрасно провели этот прием. И еще я обратила внимание, что вы все улыбаетесь. Да? Это тоже очень важный фактор для начала урока. Эмоциональный фон, эмоциональная настройка детей. Вы все улыбнулись, мы чувствуем себя легко, да? Не так напряженно, может быть, да, уже. И можем дальше продолжать работать, говорить о более сложных каких-то темах. Да? Вот здесь за моей спиной вы видите надпись «паркинг». Она означает «парковка» в переводе. И у вас есть стикеры, где вы можете записать возникший у вас вопрос в процессе нашей беседы. Этот стикер вы можете совершенно спокойно подойти, повесить сюда. И я обязательно
в конце нашей беседы, возможно, в какие-то из моментов удобных, я обязательно отвечу на ваши вопросы. Уверена практически, что вопросы будут возникать. Ведь что такое вопросы? Вопросы – это есть часть мыслительной деятельности. Нет вопросов, нет мышления. То есть это означает, что если вот после того, как истек наш час беседы, у вас не возникло ни одного вопроса, вы молчите, для меня это знак, что что-то не так, что-то я не так сделала, раз ни одного вопроса не возникло. Поэтому призываю вас не стесняться, задавать вопросы, писать их на стикерах, подходить и вот вешать сюда, в эту зону паркинга. Да? Ну и еще немножко оргмоментов. Форма нашей беседы будет малолекционная, скажем так, более интерактивная, иногда даже командная. Посмотрим, что у нас получится. Итак, тема сегодняшней беседы – чемпионат мира в Катаре. Как вам тема? Интересно? Отличная тема, да? То есть я к вам сегодня пришла для того, чтобы поговорить о чемпионате мира в Катаре. Вопросов нет? Ничего не смущает вас? Меня нет, потому что я была очень погружена в чемпионат. Так, то есть вы верите мне, да? Вы уверены в том, что я пришла сюда именно для того, чтобы поговорить с вами о чемпионате мира в Катаре? На какую-то секунду я поверила. Так, ни у кого не возникло вопросов, сомнений каких-то? Больше думала, что будем говорить о других моментах, но чемпионат в последнее время очень привлекает внимание общественности, так что я поверила. Да. А помните, какая тема была заявлена вот в нашей с вами беседе? Да, мы должны о критическом мышлении, да, поговорить с вами. Да. А вот то, что я сейчас попыталась сделать, я попыталась вызвать в вас некое сомнение. Да? И все-таки я смотрю в ваши глаза в этот момент, мне показалось, что у вас возникли вопросы. Но вы немножко испугались их озвучить. Да? Но в этот момент сразу же в ваших глазах читалось некоторое недоумение, да? И наверняка хотели задать какой-то вопрос. Как? Сегодняшняя тема же совсем другая. Сомнение, через сомнение. Именно сомнение вызывает последующие вопросы, да? Постановку вопроса, анализ и какой-то ответ, правильный выбор ответа. Да? Это все о критическом мышлении, о котором мы поговорим обязательно сегодня. Но все-таки я вернусь к теме чемпионата мира, да? Поскольку это очень интересная, популярная сейчас тема. И я хотела бы зачитать вам несколько утверждений и попросить вас при каждом утверждении определить, правильно оно или неправильно. Каким образом? Если оно правильно, вы поднимаете руку. Если оно неправильно, вы не поднимаете руку. Да? Понятно задание? Слушаем внимательно. Аргентина победила Францию в дополнительное время. Так, хорошо. Марокко заняло 3-е место на чемпионате мира. Угу. Государственная религия Катара – ислам. Угу. Официальный язык – арабский. Угу. Катар – абсолютная монархия. Угу. Хорошо, спасибо, молодцы. Отлично справились. Теперь такой вот вопрос. Алена, вот второй вопрос был, чемпионат мира по футболу проходил в Республике Катар. Если я не ошибаюсь, вы не подняли руку, да? Пожалуйста, вот почему вы не подняли руку?
То есть вы считаете, что неверно утверждение? Это я не смотрела футбол, я не была уверена. Вы просто не были уверены, да? Хорошо. Могу предположить, что Катар, например, не республика. Совершенно верно. Ответ правильный, и вы верно сделали, что не подняли руку. Ну, кстати, многие, в общем-то, не подняли руку. Действительно, Катар – это абсолютная монархия. Да? И последнее утверждение как раз об этом и говорило. Это всего лишь такой прием на быструю проверку, например, домашнего задания. Да? Это очень эффективный прием. Почему? Потому что, если вы обратили внимание, работала весь класс, в данном случае вы. То есть каждый был задействован, каждый должен был подумать, услышать, каждый в классе принимал участие, это называется равное участие. Да, то есть, после чего я фронтально стала спрашивать отдельно, выборочно кого-то из учеников. Это так называемая первая стадия в технологии критического мышления, стадия вызова, актуализации знаний, имеющихся знаний. Да? То есть определенно вы владеете уже какими-то знаниями. Если мы с вами были бы в школе или на уроке, вот такой прием я бы применила для проверки домашнего задания, например, предыдущей темы, для того, чтобы актуализировать эти знания, быстро опросить и понять, как вы усвоили предыдущий материал. Да? Итак, это стадия номер один, стадия вызова, так называемая. И обратите внимание, этот прием тоже, в общем-то, вызвал определенную улыбку. Да? То есть вы продолжаете улыбаться, это хорошо. Какие все-таки особенности этого способа мышления, да? Критическое мышление? Опять же вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много говорят о критическом мышлении. И именно сегодня почему-то оно стало востребованным. Ну, если вы вспомните себя в школе, на уроках, скажите, пожалуйста, применяли ли мы какие-то приемы критического мышления, вот, будучи детьми на уроках? Как правило, нет. Если это были не отдельные учителя, которые видели в этом необходимость, но таких было мало. Если честно, нет. Но вот я поддержу вас и скажу, что, скорее всего, да, неосознанно мы его как-то прибегаем к этому, если можно так сказать. Да, не задумываясь об этом. Угу. Пожалуйста. В наше время как-то все происходит на сейчас, на этом мы акцентируем свое внимание. А тогда это человек использовал, не думая, что это так и есть, но активно использовал все же. Использовал. А сейчас мы придаем этому большое значение, используем, а тогда это все проходило в таком режиме, скажем, да, не активно используя это понятие, как критическое мышление. Спасибо. Я сейчас хотела бы вам зачитать небольшой текст, дать такую информацию для дальнейшего анализа и обсуждения. Послушайте, пожалуйста. Мы существуем в море информации. Еще 50 лет назад, чтобы получить какие-то данные, требовалось потратить немало времени, нужно было обратиться к компетентному человеку, купить книгу или написать запрос в научный институт. Сейчас достаточно выйти в интернет, и вот вы уже знаете все про быт и традиции, скажем, племени Каро в Эфиопии или проблематику изменения климата. Мы верим данным, порой не проверяем эти данные. Иногда это нас подводит. Приведу некоторые цифры. Согласно глобальному отчету Digital 2020, только США выкладывает в сеть 2 миллиона 657 тысяч 700 гигабайт информации каждую
минуту. За день в интернете издается более 100 книг. В день публикуется примерно 300 тысяч статей. Появляется свыше 600 тысяч информационных роликов в день. Итак, о чем-то говорит вам эта информация? Вот возвращаясь к моему вопросу о том, почему именно сегодня критическое мышление столь востребовано. И вы говорили о том, что да, где-то мы в прошлом, будучи учениками, применяли на уроках, возможно, это так, этот способ мышления. Но почему-то именно сегодня говорят о необходимости критически мыслить. Это я всего подвожу вас к определению этого способа мышления. Что же это все-таки за способ мышления такой, да? Вот прослушав эту информацию, она вас подтолкнула к какой-то мысли или пониманию того, почему сегодня так востребовано именно критическое мышление. Почему необходимо подвергнуть сомнению какую-то информацию или какой-то факт, увиденный, прочитанный, услышанный вот в этом потоке информации сегодня? Что такой сумасшедший поток, что нам нужно быть очень избирательными. Если раньше какая-то научная, предположим, какой-то труд научный, он проходил столько фильтров, прежде чем он был бы одобрен. Сейчас информация легко попадает в сети, и мы, например, взрослое поколение, они обмениваются с WhatsApp информацией, принимая это за просто чистую правду. Поэтому, конечно же, обязательно нужно в данном случае подвергать как бы критике любой продукт, который мы получили вот в этом информационном потоке сумасшедшем. Спасибо. Такое количество информации, это все темы разные, да, и в каждой даже узкой теме есть подтемы. Важно не только отбирать верную и неверную информацию, критически ее осмыслять, но и понимать, какую информацию вообще в принципе стоит, с какой информацией знакомиться, потому что объемы человеку в принципе не подсильно такие объемы обработать, потому критическое мышление необходимо включать еще на этапе отбора вообще информации для ознакомления. То есть критическое мышление, можем мы сказать, что это подвергнуть сомнению какую-то полученную информацию, проанализировать ее, да, и убедиться в ее достоверности. Да? Можем именно так определить, скажем так. То есть это способ рассуждения. Да? Можно определить так, да, наверное. Хорошо, спасибо. Значит, теперь я так понимаю, что с критическим мышлением мы более или менее определились, с его определением и востребованностью сегодня. Да? Почему сегодня, собственно говоря, именно сегодня возникла необходимость, скажем так, отбирать информацию, структуризировать ее, систематизировать и обязательно выделять главное. Да? Это все о критическом мышлении, потому что информационные потоки сегодня колоссальные. И вы представляете себе, как трудно детям вот, вращаться в этом информационном потоке. Да? Сегодня у каждого ребенка в школе 4, 5, 6 предметов в день. Он приходит домой, обязательно заглядывает в свой мобильный телефон, в интернет, какую-то информацию получает еще и оттуда. Обязательно какая-то информация идет от семьи, да, от мамы, папы, от друзей. И весь этот информационный поток скапливается в голове ребенка. Ему надо
ее как-то отсортировать, разложить, проанализировать, выполнить домашнее задание и вообще жить вот в таком информационном кошмаре. Задача учителя – помочь ребенку разобраться с этой информацией, помочь ему правильно, научиться правильно систематизировать эту информацию, выделять главное, ключевое, и давать быстрые, научиться ему давать правильные решения. Да? По сути, результатом критического мышления должно стать что? Принятие решения. Да? То есть ребенок должен в результате анализа какой-то ситуации, объективной оценки этой ситуации, он должен принять какие-то решения, да? Как правило. Сейчас я предлагаю повернуться друг к другу, вот скажем, по 3 человека, и назвать 3-4 главные причины, почему критическое мышление сегодня так необходимо для взрослого и для детей. То есть сформулировать, каждому из вас надо сформулировать 3-4 ключевых причин, почему нам нужно критическое мышление. Как мы работаем? В группе каждый должен проговорить, назвать 3-4 причины. Я даю на это вам 1 минутку. Начинает тот, у кого самые светлые волосы, например. Слушай. Так, время подходит к концу. Завершаем обсуждение. Скажите, пожалуйста, в вашей команде все успели проговорить и назвать 3-4 причины? Да, все успели. По 3 причины назвали. Скажите, пожалуйста, какие 3 первые причины назвал ваш собеседник вот напротив вас? Чтобы быть конкурентоспособным, чтобы обладать достоверной информацией, и чтобы, сказала я 3, да, чтобы не перегружаться. Не перегружаться. Хорошо, передайте, пожалуйста, микрофон этой команде. Молодой человек. Скажите, пожалуйста, вот очаровательная ваша собеседница, какие назвала первые 3 причины? Достоверность информации, второе... Проверка достоверности информации, да? Угу. Отсортировать, да, полученную информацию, это отобрать, нужно ли вам в дальнейшем применять эту информацию в своей жизни. Проверка источников. Необходимо быть уверенным в том, что мы используем. И для того, чтобы... Сейчас мы получаем такую информацию со всех сторон, и нужно понимать, нужно ли это действительно, и можем ли это мы применять. Такое количество информации устрашает. И все 3 причины, они, в принципе, перекликаются. И я думаю, есть большая необходимость в том, чтобы знать, что ты делаешь в использовании. Спасибо, да, спасибо. Обратите внимание, вот этот прием, который сейчас я применила, это тоже один из приемов, называется Timed Round Robin, прием сингапурской методики образовательной, очень эффективный. Вы сами на себе почувствовали сейчас. И в чем его плюсы? Равное участие. Обратите внимание, что каждый в классе, в данном случае вы, мой класс, каждый поработал, подумал, проанализировал, структурировал полученную информацию, да, а мы с вами уже поговорили о критическом мышлении. Я прочитала вам зачитала, да, какие-то данные дала, факты.
мы уже поработали с какой-то информацией, вы ее сейчас вот таким образом структуризировали, систематизировали и выдали главное. Именно так работают в современных образовательных системах, и в частности в Сингапуре. Это не придуманная какая-то история, это обычный класс, где дети в рассадке по 4 человека работают вот так командно, даже не в группе, а командно. Еще на что я хотела бы обратить ваше внимание, да, попросив сказать, а какие 3 причины назвал ваш партнер по плечу или собеседник, я таким образом хотела обратить ваше внимание на то, что необходимо слушать и слышать своего собеседника. Это навык активного слушания. Скажите, пожалуйста, слышат ли наши дети на уроке друг друга? Как вам кажется? Нет, я могу сказать с уверенностью, что они не слушают, потому что нужно как-то быть вовлеченным в это в классе, когда большое количество, к сожалению, на данный момент внимание рассеивается. И говоря о приеме, где сидят дети по 4 человека, и там каждый ребенок будет услышан, и собеседника, и друга услышит. А когда в классах на данный момент большое количество детей, может быть, не может быть, а такое часто бывает, что не услышаны. Спасибо за ответ. Обратите внимание, даже работая сейчас в тройках, да, не все запомнили, слушали собеседника. Да? Эта команда сделала очень быстрый ход. Она приняла быстрое решение. Обратите внимание, как пока вы вспоминали, они быстренько спросили друг у друга и напомнили себе, о чем, собственно, я так поняла, да, по-моему, так и было. Да, вы даже записали. Да. Замечательно. Но, то есть, таким образом, мы понимаем, что и у нас, у взрослых, нет вот этого навыка, ну, не у всех, возможно, да, навыка слушания, активного слушания. Да, и его надо развивать, и развивать его надо с раннего детства, потому что этот навык очень важен для взрослой жизни. Слушать партнера, слушать клиента, слушать друга, слушать маму, слушать папу, слышать. Да? Слышать. Очень важный навык. Пожалуйста, вы хотели что-то сказать? Когда мы обсуждали, у меня возникла мысль о том, что появится такой вопрос после нашего обсуждения, и я попыталась запомнить, что говорили мои собеседники, а когда вы задали вопрос, я подумала о том, что помимо того, что ребенок систематически, получая такое задание, будет лучше прислушиваться, он еще и будет тренировать запоминание как таковое, потому что у меня оно сейчас не натренировано, и я не смогла, я целенаправленно хотела запомнить то, что они говорили. Ну, я поправлю, не запоминание, а все-таки навык услышать и послушать своего собеседника. Но если я не запомнил, что он сказал, то, получается, я его и не смогу эту информацию воспринять. И это, получается, не двойная, а даже тройная какая-то тренировка. Спасибо, спасибо за комментарий. Ну и, естественно, обратите внимание, что вот этот выборочный дальше фронтальный опрос тоже очень эффективная методика, которая практически единственная, пожалуй, применяемая, да, сегодня в качестве такой ключевой в нашей сегодняшней образовательной модели. Фронтальный опрос, он имеет место быть. Обратили внимание, я спросила выборочно, все-таки, да, мнение. Он позволяет, конечно, презентовать свою точку зрения, да, развернутый дать ответ. То есть это развивает речь ребенка, это развивает его способность изложить публично свое мнение,
да, свою точку зрения. Конечно, это не всем удается детям, потому что есть дети, которые не могут выступать, да, не могут говорить публично, но это отдельная тема для обсуждения. Но именно такая форма, согласитесь, что она комфортна, она достаточно надежна, да, потому что вы что-то там говорите своему другу, что-то быстренько обсудили, вы чувствуете плечо друг друга, да, и детям очень комфортно в такой среде. А как только я начала просить вас что-то сказать, конечно, вы немножко напряглись, да? Но и это тоже проходит после вот такого рода приемов ежедневной такой практики. Детям становится комфортно, они привыкают и к публичным выступлениям, да? И развивают навык лаконичного ответа, развернутого ответа, самых разных форматов, да, своих высказывания своих мыслей и точек зрения. Вот такой прием, один из тоже приемов сингапурской методики, он называется Timed Round Robin. Если здесь есть педагоги, призываю к тому, чтобы этот прием применяли. Он очень и очень эффективен. Следующая тема, которую бы я хотела с вами обсудить, это все-таки понять, а чем же критическое мышление не является. Да, вот мы сейчас пытаемся дать определение этому способу мышления. Давайте, чтобы быть точными, да, в понимании этого способа мышления, определим, а чем оно не является. Ну вот, например, запоминание является критическим мышлением, как вам кажется? Запоминание само по себе, скорее всего, не является критическим мышлением. Конечно, критическое мышление, возможно, будет предполагать какие-то элементы запоминания однозначно, но в данном случае ответ скорее нет. Угу. Спасибо. Еще есть какие-то мнения? Нету. Хорошо. Действительно, запоминание не относится к критическому мышлению. Да? Запоминание стихотворения или формул. Компьютер запоминает массу информации, да? Может выдавать огромное количество команд, но мыслить он не умеет и еще не научился. Да? Поэтому запоминание не относится к критическому мышлению. Хорошо. Понимание информации, понимание новой темы урока. Является ли понимание критическим мышлением? Алена, как вам кажется? Думаю, да. Человек должен мыслить, понимать, взять нужную для себя информацию, знать, где использовать эти знания. Угу. Так, хорошо. Пожалуйста, есть еще какие-то мнения? Понимание уровнем стоит намного ниже, чем уровень критического мышления. Поэтому я думаю, что понимание не относится к критическому мышлению. Так, хорошо, спасибо. Я думаю, что понимание — это составная часть критического мышления, но не оно само. Угу, спасибо. Безусловно, понимание задействует ресурсы мозга, да, бесспорно. Но критическим мышлением все-таки оно не является. Да? Не является почему? Потому что мы воспринимаем чужие идеи, технические, гуманитарные, какую-то новую тему по алгебре мы слушаем и просто понимаем, о чем идет речь, ну или не понимаем. Да? В данном случае ученик либо понимает, либо не понимает. Да, да, какие-то мыслительные, конечно, процессы идут, но это просто восприятие, уровень восприятия информации. И, конечно, оно не относится к... Дело в том, что мыслительная работа в этот момент находится в режиме сохранения энергии, да, в пассиве. А мозги не растягиваются. Как они у вас сейчас растягивались, вы уже почувствовали, да, в предыдущем приеме. Вам не надо что-то генерировать, задаваться вопросами,
выходить из зоны комфорта, вы просто слушаете и воспринимаете информацию. Или не воспринимаете. Уровень восприятия информации у детей, да и взрослых, самый разный. Итак, понимание тоже не относится к критическому мышлению. Я напоминаю про парковку вопросов. Если есть вопросы, подходите, можете наклеить стикер, да, и я постараюсь ответить на эти вопросы. Да? Прям можно подходить в процессе нашей беседы, наклеить, вы никому не мешаете. Следующий момент. Интуитивное творческое мышление. Относится ли оно к критическому мышлению? Оно может являться критическим мышлением, может не являться. Если ты критически осмысливаешь какую-то свою идею, это может быть критическим мышлением. Если ты просто воспроизводишь что-то, не оценивая, наверное, нет. Ну, творческое мышление в данном случае свойственно каким-то, скажем, артистам, спортсменам, да, художникам. Вот скажите, пожалуйста, Алиса Гицпа, когда исполняет свою знаменитую «Каста Дива», как вы думаете, она что-то анализирует? Она полностью предается чувствам, эмоциям, и поэтому, конечно, критического мышления не должно быть, да. Да. Совершенно верно. Да, спасибо за ответ. Итак, какой вывод? Критическое мышление абсолютно самостоятельный способ мышления. Да? И мы уже поняли, что это самостоятельное мышление, и оно не относится ни к пониманию, ни к творческому мышлению, ни к какому-то иному способу мышления. Да? Какие еще особенности свойственны вот критическому мышлению, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание? Да? Ну вот смотрите, допустим, вам надо принять решение, в какой цвет покрасить стены в своей квартире. Скажите, пожалуйста, кто-то за вас может принять это решение? Нет, однозначно. Скажите, пожалуйста, в момент, когда вы принимаете решение, в какой цвет покрасить стены, о чем вы задумываетесь в этот момент? О дальнейшем. Что я туда поставлю? Вот тогда и работает критическое мышление, я думаю. Что я туда поставлю? Вы задаетесь вопросом. Какую картину я бы хотела повесить? Какие часы подобрать? И все, вот тогда активно начинает работать мозг. Совершенно верно. Вы задаетесь вопросами, да, и делаете вы это абсолютно индивидуально. Да? То есть это еще одна особенность критического мышления, она абсолютно индивидуальна. То есть другой человек не может принять за вас это решение. И в данном случае детям тоже приходится принимать решение индивидуально по поводу каждой какой-то ситуации, да, в школе, к примеру, или дома, или во дворе. Да? Итак, критическое мышление очень индивидуально. Что еще хотелось бы? Вы сейчас задались вопросами о том, в какой цвет покрасить стены. Итак, критическое мышление начинается с постановки вопросов и конкретизации проблемы. Да? То есть есть некая проблема, которую вам надо как-то решить. Да? И в этот момент вы, совершенно правильный ход мысли, вы стали задавать себе вопросы. Да? Предположим, учитель дает задание своему ученику. Перед Новым годом тебе нужно оформить наш класс по-новогоднему. У тебя на это 2 дня. Что происходит с мальчиком, с этим учеником? Как вы думаете? В первую очередь возлагает на себя ответственность, но если ему нужно будет оформить класс, он должен будет учитывать мнение других. Понравится это моим друзьям или нет? Так, понравится ли это моим друзьям? Не воспримут ли они это как, что я не учитываю их мнение, не советуюсь?
Так, вы думаете, что первый вопрос, который у него возникнет, понравится ли это моим друзьям? Да? Не понравится, вполне возможно, так как мне нужно будет оформить группу за всех, принимать решения. Если это касается индивидуально моей комнаты, как мы поставили ранее вопрос, это одна тема. А когда нужно принимать решение, где будут присутствовать все, нужно тогда задумываться о других чувствах, о их мнении. Так, хорошо, спасибо большое. А кто еще готов ответить? Ну, вопросы, наверное, которые возникнут. Чем я буду оформлять? Какие у меня... Чем я буду оформлять? Да, ну то есть какие у меня ресурсы? Уже есть что-то, из чего я могу это оформление создать, или мне нужно будет что-то приобрести? Возможно, он подумает, что именно я оформлю, только елку или весь класс, то есть вид, скажем так, оформления. Это будет оформление всей комнаты или оформление просто уголка. То есть он сталкивается с выбором. Совершенно верно. Но сначала он начинает задаваться вопросами или, может быть, задает эти вопросы учителю. Да? Такая ситуация, такой сценарий же возможен. Да? Либо он задается вопросами, либо он задает эти вопросы учителю. Да, пожалуйста. Думаю, что ни один мальчишка сам точно не согласится. Явно он соберет команду, поэтому он будет думать, кого бы задействовать, и будет думать в этот момент о том, какими навыками обладают те или иные люди. Он же будет не рандомно выбирать, предположим. Да, ну кто-то близкий друг, а кто-то, может быть, что-то там сделает. А вот эта девочка, она там умеет красиво оформлять и так далее. То есть он еще будет думать о том, какие людские ресурсы он туда будет задействовать. Совершенно верно. И в итоге он найдет решение. Да, главный итог, собственно, да, найти решение и выполнить это задание. Да? Совершенно верно. И последняя особенность, о которой я хотела бы поговорить, это социальность критического мышления. Да? Что это значит? Любой гений, он живет в неком социуме. Да? Конечно, у него есть своя точка зрения, но есть и иные точки зрения вокруг него. Да, потому что он живет в социуме. И наши дети тоже находятся в социуме. Очень важно, чтобы они могли слушать мнение других, либо принимать их, либо не принимать, но учитывать чужое мнение они должны в процессе критического мышления. Еще один прием хотела бы продемонстрировать вам. Предположим, у нас урок истории. Я не говорю о том, какая у нас сегодня тема, я пока держу это в уме. У меня в руках две картинки, да? Ну, либо два предмета. Я вам показываю. Книга Вячеслава Чирикба и некий портрет. Ну, возможно, вы его узнаете, возможно, нет, я подскажу. Это Леонардо да Винчи. Это книга, точнее обложка книги Вячеслава Чирикба, доктора филологических наук, языковеда, профессора, нашего бывшего министра иностранных дел. Загадка Катерины, кем была мать Леонардо да Винчи. Дальше я хотела бы зачитать выдержку из сообщения информационного агентства «Спутник». В июне 2018 года в свет вышла книга под названием «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?». В ней Вячеслав Чирикба исследует абхазские корни матери Леонардо. И вопрос, который я хотела бы задать на уроке, скажем, истории своим ученикам. Ребята, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, какая сегодня будет тема
нашего урока. Даю возможные ответы, варианты ответов. Искусство эпохи Возрождения, генуэзская колонизация Абхазии, Италия эпохи Возрождения, жизнь и творчество Леонардо да Винчи. И, пожалуйста, еще раз развернитесь друг к другу, так как вы работали раньше в тройках. И одну секундочку, я еще не давала времени и задания. Пожалуйста, сейчас в группе обсудить возможный вариант одного ответа. Вам надо прийти к единому мнению и презентовать свой вариант. То есть один. После того, как пройдет время, у вас есть минутка на обсуждение, один из вас должен будет сказать свою точку зрения, свою версию, какая же будет тема сегодняшнего урока. Мы выбрали вариант ответа «Генуэзская колонизация Абхазии», потому что, исходя из того материала, который вы представили перед уроком, он будет иметь отношение, скорее всего, к этому уроку, а поскольку в том числе была информация о книге, которая исследует корни, абхазские корни матери да Винчи, а генуэзская колонизация — это как раз тот период, когда он родился и жил. Ну вот мы сделали такую связь логическую. Спасибо большое. Ну и команда вторая. Какая ваша версия? Кто у вас презентует? Жизнь и творчество. Творчество Леонардо да Винчи. В которой затрагивается, по крайней мере, да, этот величайший гениальный человек Леонардо да Винчи. Да, поэтому вы решили, что ассоциативно тема урока будет Леонардо да Винчи. Спасибо. Вся ваша команда так считает? Да. Да? То есть вы как бы пообсудили и решили, что хорошо, спасибо. Спасибо за ваше мнение, за аргументированный ваш ответ. На самом деле, если интересен правильный ответ, то вот первая команда правильно сказала, что это действительно генуэзская колонизация. И правильные доводы были приведены, потому что абхазские корни, а генуэзская колонизация все-таки, да, при Черноморье затрагивала Абхазию и, безусловно, оставила глубокий след, да, в ее жизни. Я бы хотела, чтобы вы сейчас друг друга поблагодарили любым способом, потому что вы прекрасно поработали. Спасибо, спасибо. Отличная работа, ребята. Вот то, что вы сейчас увидели в этом приеме, задействовало очень много разных навыков, очень нужных. Да, это и коммуникация, это и критическое мышление. Да? Вы анализировали полученный материал, полученную информацию, и вы работали командно, вы пришли к определенному выводу, вы смогли договориться. Возможно, у кого-то была иная точка зрения. Да? Я еще не спросила у вас, если у кого-то была иная точка зрения, удалось ли переубедить. Да? Но, видимо, удалось, раз вы договорились и выдали одну версию этого ответа. Да? И еще что очень важно, вы социальный навык. Мы сейчас продемонстрировали еще и социальный навык. Скажите, пожалуйста, как часто наши дети на уроках благодарят друг друга за работу, за участие, говорят друг другу, какой у тебя классный ответ был сегодня, как здорово, что я сегодня с тобой сижу, мне было так интересно тебя слушать. Часто говорят наши ученики на уроках подобные фразы. Как вам кажется, молодой человек? Лично мне кажется, что нет. Вот вы сами, будучи учеником, когда-нибудь произносили своему другу, который сидит рядышком с вами или сидел,
Говорили вы, спасибо за ответ, такой интересный ответ сегодня. Как ты сегодня интересно работаешь? Нет, скорее всего, потому что когда учишься в школе, другой интерес, лишь бы все закончилось. То есть у детей мышление такое и понимание тоже. То есть им самое главное уйти домой быстрее или что-либо быстрее сделать. А по поводу благодарности, мне кажется, очень редко. Редко, но все-таки есть. Да. Это уже хорошая новость. Хорошо, как вам кажется, нужен ли вот такой социальный навык нашим детям в школе, в классе? Я думаю, что да. Раз они могут поблагодарить, значит, они слушали, значит, они были вовлечены в данную работу. А почему у нас не благодарят, да, если так можно сказать? Потому что дети невнимательны, они не слушают, и они не обращают внимания на то, что говорят их друзья, да, одноклассники. Я считаю, что это нужно как-то приучать, нужно объяснять, и нужно как-то вовлечать, да, нужна какая-то вовлеченность в это, чтобы дети понимали, что если я хорошо отвечу, мне могут сказать какую-нибудь какой-то приятный комплимент. И вот я считаю, что это самое главное. И обратите внимание, вы опять все улыбнулись. Мы уже час с вами, даже больше часа говорим, но все-таки у вас еще остались силы для того, чтобы улыбнуться, что-то вам все-таки понравилось. Да? Хорошо, Wi-Fi. Вот этот прием, спасибо, Алена, применяется тоже в сингапурской системе, прием привлечения внимания к тому заданию, которое я сейчас вам дам, своим ученикам. Обычно ученики поднимают руку, внимательно смотрят мне в глаза, и после этого я озвучиваю домашнее задание. Ребята, сегодня я хотела бы попросить вас обязательно к следующему уроку прочитать книгу Вячеслава Чирикпа. Поверьте, эта книга очень интересна, очень увлекательна. Она написана в стиле исторического эссе. В ней очень много фактов, и сама версия, высказанная Вячеславом Чирикпа, довольно-таки многообещающая. Почему я прошу вас прочитать эту книгу? Потому что на следующем уроке у нас будут с вами дебаты. Одни будут прокурорами, другие адвокатами. Адвокаты будут защищать предложенную версию, а прокуроры будут, наоборот, ее опровергать. Вам надо подготовиться, для этого вам надо прочитать всю книгу. Мы не будем сейчас называть, кто из вас будет прокурором, кто адвокатом. Мы назначим их прямо на уроке. Обратите внимание, что я сейчас сделала. Я вызвала ваш интерес к следующему уроку, да? Сохранив некоторую интригу. Я уверена, что вы придете на следующий урок с интересом. И обязательно прочтете хоть какую-то часть этой книги, потому что вам захочется поучаствовать в дебатах в очень интересном формате, еще мало знакомым для вас. И что еще я сделала? Я призвала вас к чтению. Да, чтение, как очень редкий сегодня, к сожалению, навык, уходящий, да, от нас. То есть все-таки я хотела бы, чтобы вы, детки, читали. Поэтому я хочу, чтобы эту книгу вы обязательно прочли. Таким образом, завершая вот сегодняшнюю нашу беседу, я бы хотела, чтобы мы немножко прорефлексировали, то есть просуммировали, прорезюмировали то, о чем мы сегодня больше часа с вами говорили. В каком формате? Раньше я думала, что критическое мышление на уроке абсолютно не нужно. А сейчас я знаю, что критическое мышление нужно для того, чтобы развивать что-то.
Раньше я думала, что критическое мышление необходимо развивать целенаправленно отдельным предметом, а сейчас я понимаю, что критическое мышление можно развивать в любой ситуации, на любом уроке, если конкретно школу иметь в виду. И это процесс, который неотделим от получения знаний. Раньше я думала, что критическое мышление используется условно, а сейчас я понимаю, чтобы получить какую-либо информацию, необходимо активно в получении любой информации использовать критическое мышление. Я обратила внимание, что у нас много вопросов на парковке. Я обещала, что обязательно отвечу на эти вопросы, да? И сейчас я попробую быстренько на них ответить. Итак, каковы умственные привычки для критического мыслителя? Ну, собственно говоря, каких-то особых умственных привычек не существует, потому что все мы в состоянии мыслить. Вот обратите внимание, вы очень разная аудитория. Мы сегодня больше часа работали с вами и общались с вами в режиме вопросов-ответов. Вы прекрасно делали выводы, анализировали то, что я вам предлагала, ту информацию, которую я зачитывала, делали какие-то выводы, резюмировали и так далее. То есть каких-то особых мыслительных привычек, в общем-то, не требуется. Конечно, требуется развивать способность, развивать дисциплину ума, развивать, напрягать мозговые извилины, растягивать мозг. Вот что необходимо. На каждом уроке это необходимо делать, какой бы ни была тема урока. Спасибо за вопрос. Можно ли рассчитывать на получение глубокого знания в школах, в школьных предметах, используя сингапурские приемы? Ну, я хотела бы сказать, что, ну, во-первых, сингапурская образовательная модель считается одной из самых лидирующих. Да? То есть первые, вторые места занимают в исследованиях ПИЗа именно ученики сингапурских школ. Поэтому, безусловно, ну, наверное, вам судить, как эффективны эти приемы или нет. Вы сегодня прочувствовали на себе их пользу и эффективность. Мой ответ – да, безусловно. Они очень полезны и однозначно они перевернут формат урока и структуру урока. И наши дети, ученики начнут по-другому мыслить, на мой взгляд. Кому выгодно развитие критического мышления? Интересный вопрос. Кому выгодно? В первую очередь самому человеку выгодно критически мыслить, анализировать информацию, выбирать нужную, определять ее достоверность. Если в вопросе есть какой-то подтекст, как я понимаю, да, наверное, кому-то это, возможно, будет выгодно, но это не тема сегодняшнего разговора. Спасибо за вопрос. Отбор информации. Как решать? Имеется в виду, как отбирать информацию, да, наверное. Ну, по каким признакам? Ну, во-первых, стараться использовать несколько источников информации. Не доверять одному источнику, допустим, не доверять только учебнику. Проверить. Я понимаю, что, скажем, сложно подвергать сомнению закон гравитации или законы Ньютона, или сложно подвергать каких-нибудь авторитетных, да, писателей, критиков, например, Белинского, который сказал, что Катерина – это луч света в темном царстве. Но совершенно не обязательно думать, что это так, потому что мне так сказали в школе. Совершенно обязательно, не обязательно. Наоборот, подвергните это сомнению. Почему Катерина – луч света в темном царстве?
Да? Проверьте себя, почитайте других критиков. То есть обязательно изучите мнения противоположные. Да? И тогда, скорее всего, вам будет проще анализировать и принимать решения, и отбирать информацию. Спасибо за вопрос. Исход в школах. Можно ли услышать, если в классе большое количество детей? Нет. Мой ответ – нет. Почему? Потому что, если вы обратили внимание, как правило, я говорила о том, что используется фронтальный опрос, вот когда я вас фронтально опрашиваю, многие не участвуют. Да? То есть я выборочно опрашиваю тех, кто хочет, тех, кто готов, и некоторые остаются в пассиве. Да? То есть они не... А вас здесь всего 6 человек. И даже в этом случае кто-то не участвует. А в наших классах достаточно большое количество детей, 30-40 детей. И, конечно, при такой методике все-таки не удается обеспечить равное участие детей в процессе урока. Но если вы обратили внимание на приемы, которые мы сегодня демонстрировали и сами работали, как вы думаете, ответьте на вопрос, участвовали ли дети или вы в процессе нашей беседы? Каждый поучаствовал. То есть каждый в этом формате и в этой структуре урока принимает участие, проговаривает, анализирует, вынужден что-то презентовать, растянуть свои мыслительные возможности и ресурсы. Такая структура урока позволяет работать даже с большим количеством детей. В общем-то, в зарубежных странах тоже, и в том числе в Сингапуре, классы достаточно большие. До 30 человек, как минимум. Но такая форма работы позволяет задействовать и вовлечь весь класс. Кажется, я на все вопросы ответила. Я хочу поблагодарить вас, вы прекрасные собеседники. Хотела бы встретиться с вами еще раз на своих следующих беседах или уроках. Ну и напоследок еще раз поблагодарите друг друга, пожалуйста, за прекрасную работу, прекрасную коммуникацию. Спасибо. Спасибо.